Всем привет! Уже по традиции эфир телеканала «Осетия» Рестом продолжает еженедельный спортивный проект «Передача». В этом выпуске, как всегда, актуальные новости прошедшей недели, а также интервью с президентом Федерации бокса РСО Алании. Поехали и начнем с футбола. В понедельник, 18 марта, Алания провела очередной выездной матч. На этот раз играли с футбольным клубом «Тюмень», который дышит нам в спину в турнирной таблице. Первый тайм завершился со счетом 0-0, но после перерыва началось самое интересное. Друг за другом два назначенных пенальти, и оба красно-желтым не удалось реализовать. Первый раз мяч в руки голкипера отправил Гурциев, во второй – Машуков. И, казалось бы, 90-я минута. Шансы на 3 очка таяли на глазах. Но у ворот хозяев продолжались попытки забить. Тюменский защитник попытался вынести мяч, но попал аккурат в Бутаева. Тот не растерялся, обработал мяч и забил. Так что 1-0 и забираем первые 3 очка в этом году. Что ж, про футбол на сегодня все, но у нас есть отличные новости от остинских армрестлеров. Они прилетели из города Орел, где состоялось первенство России по армрестлингу. Турнир собрал рекордное количество участников, более 850 из 50 регионов страны. Неудивительно, что наши спортсмены триумфально выступили на первенстве. Остинские рукоборцы заняли 3 первых общекомандных места в каждой возрастной категории. А именно среди юношей и девушек 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-18 лет, юниоров и юниорок 19-21 года. Поздравляем всю сборную с отличным результатом и обещаем вам классный материал о чемпионах в следующем эфире. Тем временем в Московской области прошло еще одно первенство страны, но уже по тэквондо. Проходило среди юниоров и юниорок 15-17 лет. Остинская спортсменка Камила Салтамова заняла первое место в весовой категории до 46 килограммов, а бронзовым призером первенства стала Ирина Карипова. О его величестве боксе, кажется, можно говорить бесконечно. По количеству звезд он, конечно, пока не на одном уровне с вольной борьбой, но вполне возможно начнет наступать ей на пятки. Да-да, это сейчас булыжник в огород борцов. О развитии, перспективах и планах на будущее поговорим с главным тренером Федерации бокса Северной Осетии Константином Максимовичем Дзыгоевым. Константин Максимович, здравствуйте. Спасибо вам огромное за визит, за уделенное время. Вы заняли пост президента Федерации бокса Северной Осетии в 2016 году. С тех пор наблюдаете прогресс в боксе в Осетии? Да, здравствуйте. Спасибо, что пригласили. Как я уже сказал вам, я уже здесь был ровно 5 лет назад. В марте месяце это был итоговая программа, посвященная первенству Европы. Что значит прогресс? Я считаю, что любым видом спорта, будь то бокс, будь то шахматы, лыжи, дзюдо, еще что-то, необходимо уделять внимание, и тогда будет результат. Не хотел анализировать работу тех, кто возглавлял федерацию до меня. Я вообще не сторонник этого. Поэтому мы все-таки живем больше сегодняшним днем и будущим. А вот про будущее у нас есть о чем поговорить. А какая главная цель вообще федерации? Знаете, что я думаю, любая федерация, спортивная федерация и боксерская тому не исключение, основное, чем должна заниматься, это воспитание здорового поколения. Граждан нашей республики, здоровых морально, физически. Это те люди, которые будут строить, как раньше любили говорить, светлое будущее. И я действительно верю в то, что это будущее светлое. И строители должны быть, соответственно, физически, еще раз повторяю, и морально здоровыми людьми. Вот это на сегодняшний день я как поставил главной целью для нашей федерации. Ну, безусловно, достижение результатов на соревнованиях любого уровня. Конечно, раньше любой спортсмен приходил в любой вид спорта ради достижения одной цели – олимпийской медали. Но, к сожалению, мы
видим все, и олимпийское движение, на мой взгляд, себя дискредитировало на сегодня. Поэтому имеет ли смысл вообще говорить о олимпийских медалях? Вполне возможно, появятся новые соревнования. Я думаю, что они уже будут. Вот, игры дружбы. И вот этих медалей, наверное, в будущем тоже будут все желать так же, как олимпийских. По понятным причинам, наверное, не только в Осетии, есть проблема с финансированием. Сейчас, вот в последнее время, это прям жестко прям видно. Вы сталкивались наверняка с этой проблемой? Я, наверное, не знаю, как любой человек, еще раз повторяю, потому что я думаю, что у каждого руководителя спортивной федерации, неважно, еще раз повторяю, какой вид спорта он возглавляет, проблемы, и, наверное, плюс-минус одинаковые. Финансирование, ну, конечно, мы же понимаем, что сейчас наша страна столкнулась с такими вызовами, на которые нужно давать ответы прямо сейчас. Безусловно, все эти ответы, они и деньгоемкие. Да, конечно, и до этого мы, как говорится, не имели такой возможности, что любая наша просьба, на нее кто-то откликался. А сейчас, конечно, из-за сложности с финансированием вообще. Но, тем не менее, я вот хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить и правительство нашей республики, вот МВД, очень отзывчивыми оказались на наши просьбы. Мы вот сейчас проводили первенство республики и столкнулись с тем, что не было зала, где провести первенство республики. И вот нам предоставили «Динамо» полностью. Мы 5 дней проводили там турнир. Конечно, мы с удовольствием откликнулись на любые предложения, которые... Но, к сожалению, на наши предложения на сегодняшний день мало кто откликнулся. Хотя мы разослали письма во все сетевые компании, которые у нас в республике работают. Но, к сожалению, они даже не ответили нам, просто промолчали. Ну, денег всегда не хватает, к сожалению. Но будем работать. Мне сказали, опять же, что в республике планируется, насколько я знаю, в мае провести важный для страны старт. Это первенство России. Расскажите про планы, про план мероприятия. Мы с Федерацией бокса России и пытаемся заводить нашу республику только знаковые мероприятия. Вот то мероприятие, о каком мы сейчас будем говорить, это первенство России 17-18. Юноши и девушки. И девушки 19-22. До этого, раньше, в таком формате ни одни соревнования не проходили. Отдельно проходили соревнования по юношам, отдельно по девушкам. Мы решили объединить по той простой причине, что, вы сейчас, наверное, знаете, наблюдают наши телезрители, если смотрят за пабликами, видят, что в республике развивается не только мужской, но и женский бокс. Вот. И я, пользуясь, опять же, случаем, вашей площадкой, хочу поздравить наших девочек, которые возвращаются из Будвы, возвращаются с медалями. Поэтому я хочу их поздравить. Спасибо сказать большое родителям их за то, что воспитали таких детей. Пожелать им дальнейших успехов. Именно для того, чтобы в дальнейшем популяризировать этот вид спорта, мы решили провести эти соревнования вот в таком формате. Но если быть честным до конца, эта идея не моя была. В июле, когда мы проводили первенство России 13-14 лет, меня потом позвал Вячеслав Эльбрусович Мильдихов. Говорит, можем мы что-нибудь покрупнее провести? Получится у тебя что-нибудь сюда привезти? Я говорю, я постараюсь. Постарался. Вроде бы получилось. Это будет очень серьезное мероприятие. Я думаю, что и для республики, потому что очень большое количество спортсменов
По приблизительным подсчетам это будет порядка 500 человек. Это только спортсменов, участников. Вот. Не забывайте, что приедут еще и тренерский штаб, и болельщики. То есть в республику единовременно приедет достаточно серьезное количество людей. Плюс это, конечно же, имиджевые такие плюсы для республики, для нас. Хотя, конечно, это не Европа, но тем не менее, 89 регионов, я вам скажу, что это будет очень мощно. И, наверное, у наших спортсменов тоже есть такой огромный шанс у себя дома в очередной раз заявить. Ну, не раскрывайте всех секретов сразу. Именно поэтому, конечно же, мы и делаем то, что говорят, что дома и стены помогают. Мы уже это проверили. Один раз у нас получилось. И я думаю, что с Божьей помощью получится еще раз. Говоря про не российскую, а международную арену, Федерация бокса одна из немногих, в принципе, которая допущена на международную арену с флагом и гимном. Говорит ли это о том, что Федерация бокса, именно международная, она больше всех остальных подчеркивает фразу «спорт вне политики»? На самом деле это единственная федерация. Ну, самбо еще, но она наша, российская. Самбо, да. Но вот именно международная федерация, куда допускаются спортсмены со всего мира, единственная федерация, это благодаря усилиям президента International Boxing Association Умара Назаровича Кремлева. Да, я думаю, что именно вот такие критерии, они должны стоять во главе угла всегда. Как может спортсмен или спортсменка выступать, представлять свою страну и не иметь возможность иметь символику своей страны? Или если ей посчастливится завоевать золотую медаль, не услышать гимн своей страны в свою честь? Но это же издевательство. Это не должно быть так. Поэтому большое спасибо ему и вообще всем усилиям Федерации бокса и России, потому что мы каждый раз... Татьяна Анатольевна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, на каждом совещании везде подчеркивает и говорит о том, что мы за спорт, который вне политики. Спортивные, мы же опять, если вернемся к Олимпийским играм, как они были придуманы? Для того, чтобы остановить распри, чтобы люди не гибли, решили устроить соревнования. А сейчас получается, что ради соревнований устраиваются распри. Да, это, к сожалению, сегодня такая данность у нас. Но я думаю, что время все равно все расставит на свои места. Тем не менее, да, мы заговорили за Олимпийские игры. На Олимпиаду вот это правило, скажем так, не распространяется. Туда нас с гимном и флагом никто не собирается запускать. Тоже неправильно. Безусловно. Я поддерживаю нашего президента, который сказал, что мы теперь без флага и гимна больше никуда не ездим. Ну, я думаю, что это абсолютно верно. Сама идея спортивного сражения, она заключается в том, что человек борется за что-то. Потому что тот соперник, который перед ним стоит, он ему ничего плохого не сделал. Просто тот представляет одну страну, а он должен представлять другую. А если он не представляет эту страну, за что ему бороться? Ну, где мотивация? Она отсутствует. Страдает сама зрелищность, сама идея спорта страдает. Поэтому я думаю, что в этом никакого смысла нет. Мы долгое время пытались делать вид, что мы этого не замечаем, но долго не замечать очевидное невозможно. Часто слышу от болельщиков, что, в принципе, в последнее время якобы спорт не воспитывает каких-то прям звезд. Предлагаю поговорить именно про бокс. Как вы думаете, их доводы, они безосновательны? Ну, все зависит от того, что они считают звездой. Я думаю, что, ну, опять же, не буду говорить за другие виды спорта. Если касаем нашего любимого, лучшего вида спорта в мире, у нас очень много звезд. И одна из них, вы же ее знаете прекрасно, Мурат Гасиев. Он для нас
звезда, звезда, звезда прям. Ну, а какие еще? У нас не такая большая нация, если мы говорим именно про Астин. У нас не такая большая нация, и для нас количество звезд, я думаю, что вполне достаточно. Конечно, мы хотим, чтобы их было больше, и я уверен, что их будет больше. Обязательно будет, потому что мы делаем все для этого. Мы пытаемся дать нашим спортсменам, сейчас уже и девочкам и мальчикам, шанс для того, чтобы они действительно зажглись на небосводе звездой. Желательно очень крупной, ну, какой получится. Вы работаете не только в Осетии, но и в том числе на Кавказе. А как вы думаете, на Кавказе самая боксерская республика какая? Я бы не стал расставлять так приоритеты. Единственное, я могу сказать, что вообще Северо-Кавказский федеральный округ, он, на мой взгляд, основной поставщик вот именно кадров для бокса, для борьбы, там, я не знаю, для смешанных единоборств, хотя они там, не олимпийские, но тем не менее. Ну, это связано, наверное, с рядом причин, и одна из них это то, что это спорт настоящих мужчин, а на Кавказе настоящие мужчины. Поэтому, не знаю, не хотел бы никого обижать. Я думаю, что такой определенный паритет между всеми республиками существует. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы мы все-таки возглавили эту таблицу. Я еще раз говорю, я не хочу никого обижать, но это мои желания. Вот. Также говорят, просите, дано вам будет, да? Вот и хотелось бы, чтобы именно наша республика возглавила этот список. Мы уже говорили, в принципе, про старт, это про Европу. Ровно 5 лет назад она проходила. Наверное, никто на тот момент не мог подумать, как сейчас, да, спустя 5 лет все обернется. Как вы думаете, те времена, когда Россия, в том числе Владикавказ, может приводить континентальные мировые старты, вернутся? Мы очень на это рассчитываем. Я, кроме Северо-Кавказского федерального округа, я еще вхожу в Европейскую конфедерацию боксерскую. И по долгу, опять же, служебных обязанностей общаюсь с многими иностранными гражданами, которые имеют отношение к боксу, которые не имеют отношения к боксу. Вы знаете, многих, я не хочу сказать всех, но многих не устраивает вот эта ситуация в мире, которая сейчас о том, что пытаются, как модно говорить, изолировать Россию. Ну, пытаясь изолировать 1/6 часть суши, ты можешь сам оказаться в изоляции. И я думаю, они это тоже ощущают. Я думаю, что все-таки благоразумие возьмет верх над всеми этими... Не хотелось даже говорить это слово, потому что мы на телевидении. Но, тем не менее, безумством, которое сейчас творится в международной политике, вообще в мире. Я не думаю, что обычные граждане поддерживают все то, что делает их правительство. Хотя, как кто-то сказал, каждый народ достоин своего правителя. Наверное, вне зависимости, кто как, возможно, зрители наши, да, в Осетии не принято, чтобы девушка выходила в ринг, как будто бы, да, и боксировала, но, тем не менее, у нас это радует. Хорошо развивается женский бокс. Вы сказали, что по повестке новостной буквально об этом можно наблюдать. Это и Софья Кулаева, и Таймазова, и Дзугаева, и не только. Как вы думаете, у женского бокса в Осетии вообще есть будущее? Ну, безусловно, есть. Потому что как вообще у женского бокса, так и у женского бокса в Осетии, я думаю, что не просто будущее, оно блестящее. Вот. И наши девочки показывают и доказывают, что это именно так. Больше того, после бесед с главным тренером сборной России, который особенно подчеркнул Софу Кулаеву, потому что эта девочка попала на 4 тяжелейших боя. Она, во-первых, реваншировалась за свой проигрыш на Европе, потом победила действующую чемпионку мира. С мексиканкой был очень сложный бой.
А девочка из Мексики, она чемпионка Мексики. Ну, про мексиканцев ходят легенды. Про мексиканок, видимо, тоже теперь. Ну и финальный бой тоже с представителем Индии у нее был очень тяжелым. Поэтому я думаю, что будущее есть. И еще раз повторю, что мы все делаем для того, чтобы это будущее было действительно светлым. Ну, сейчас и про россиянок будут ходить легенды, получается. Я бы хотел, чтобы именно про осетинок ходили легенды. А если говорить про кадры, тренерские кадры, для женского бокса именно, нужно воспитывать каких-то других тренеров? Это, наверное, все-таки немножко другой подход? Или тренер, который тренирует, в принципе, там, мужскую какую-нибудь сборную, он может тренировать и девушек в том числе? Ну, конечно же, нет, но, слава богу, у нас есть такой человек, который воспитывает. Это Алан Елоев. Он очень как-то нашел грамотный подход, потому что девушки, особенно девушки в ринге, с ними надо уметь как-то до них достучаться, что-то им сказать такого. Я вам скажу, что юноши и мужчины, которые садятся, у которых есть всего минута для того, чтобы отдышаться, они мало что слышат и понимают. А вот дамы, вы понимаете, все может быть. Но, к счастью, у нас на сегодняшний день кадровая политика наша такая. Мы смотрим результаты. Результаты, ну, как говорится, факты ж вещь упрямая. Если результат есть, мы оставляем человека дальше возглавлять. Если результатов нет, пытаемся разобраться, в чем дело. Это очень такая трудная работа. Я не стану вас отвлекать именно на секреты моей работы. Самое главное, я думаю, это то, что у нас есть результаты. Нет, даже не так. Самое главное то, что наши дети занимаются спортом, что у наших детей есть результаты, и что это интересно нашей республике и нам всем. Вот это, я считаю, самая главная наша победа. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать боксер? Боксер должен обладать многими качествами. Один мой товарищ, который, ну, можно так сказать, тренирует танцоров, мне сказал: да что у вас бокс? Вышел и бей. Я ему говорю: нет, это у вас вышел и танцуй. А здесь нужно и думать, и принимать решения мгновенно, быть физически очень крепким, функционально. То есть тут масса качеств, которые, причем самое главное, на мой взгляд, после кризисной ситуации собраться и пойти дальше. Вот это, я думаю, пригодится не только в боксе. Многие часто спорят, мол, талант или трудолюбие решает все-таки вот последнее слово. За чем именно, по-вашему? Один человек сказал, что успех – это 10% таланта и 90% работоспособности. Я с ним полностью согласен. То есть, если взять таких боксеров, вот у нас в Осетии, там, Мурат Гаасиев, Заур Айларов тот же, чемпионы мира, это про ту самую теорию? Конечно. А если небольшая мотивация для боксеров от вас? Ну, что касается мотивации, я думаю, что все боксеры в республике знают, что я по мере своих сил делаю все необходимое для того, чтобы они занимались своим, нашим любимым видом спорта. Что я могу им пожелать? Ну, прежде всего, заниматься дальше боксом, быть здоровыми, ну и держать удар. Спасибо вам огромное за беседу, за визит. Уверена, встретимся на первенстве России. Большое спасибо вам. Конечно, с удовольствием приду, если еще раз позовете.